доктору философских наук, профессору кафедры социальной философии Казанского федерального университета Татьяне Михайловне Шепновой. Здравствуйте. Огромное спасибо организаторам конференции за возможность выступить здесь. Организация великолепная. В общем, мы все в восторге. Спасибо, спасибо. Значит, я немножко скорректировала тему относительно программы. Получилось так. Проблема границ социального разума на материале анализа капитализма платформ. Два автора у нас. Моя коллега Наталья Анатольевна Терещенко, тоже профессор той же самой кафедры социальной философии. Вот мы с ней что-то пытались изобразить вместе. Я, наверное, в основном буду почитывать, чтобы экономить ваше время. Вопросы очень даже желательно. Вот. Переход от средневековья к новому времени предполагает радикальную смену доминанты западноевропейской культуры. Наряду с верой в Бога вырастает новая доминанта, предельная и последняя форма религии – наука, как говорил Энгельс. Она мыслится вплоть до настоящего времени как коллективный разум человечества. Признается принципиальная искусственность этого разума, исключительно по Декарту. Человек культивирует набор врожденных идей, которые ему дарованы Богом, с помощью научного метода. Результатом становится могучий ум главного культурного героя эпохи, ученого-философа или философа-ученого, как хотите. Его, этот разум, воспринимают и развивают дальше просвещенные или просвещающиеся государи, и не в последнюю очередь через организованные ими социальные практики коллективный разум человечества находит свое воплощение в рождении социального. Ну, действительно, излет средневековья и начало нового времени – это в полном смысле слова рождение социального. То есть впервые европейцы, конечно, начинают понимать, что устройство общества, в котором они живут, зависит от людей, не от Бога, не от природы, как думали античные и средневековые, а именно создается самими людьми. И вот различные организованные социальные практики осуществляют вот эту реализацию коллективного разума человечества. И создается совокупность социальных институтов молодых буржуазных государств. Социальное мыслится, видится в таком контексте как продукт разумной деятельности людей и как такое дважды искусственное образование, потому что создается искусственно созданным инструментом, разумом, создается тоже искусственно. Но поскольку я так уж получилось, у меня есть законный супруг, это социальная философия, и есть любовник, это эстетика. Вот, поэтому я не могу удержаться и не сказать, что то, что дважды искусственно создается искусственным инструментом, не может быть чуждо искусству, не только искусственности, но и искусству, то есть социальное строится, ну, с учетом каких-то требований эстетики, требований красоты. И создаются различные процедуры, институты, способы формирования человека определенного типа, который нужен обществу. Да? Просветители в этом смысле однозначно. Человек родится на белый свет ноликом, и потом уже из него общество делает то, что ему нужно. Ницше когда-то сказал: отойдите, здесь ваяют человека. Вот, значит, вот это все осуществляется. То есть вот такой совместный, совокупный разум человечества, который конституирует эти социальные формы, становится не просто научным, он становится социальным разумом. Так нам показалось. Вот. На материале жизни социального разума лучше всего видно, что чистого разума в жизни людей не бывает. Социальное, как продукт коллективного разума, несет в себе и черты коллективного неразумия, коллективного безумия. То есть там целый спектр всяких разумов. И хитрый разум, Гегель, Маркс, да, сталкивает разные, в данном случае социальные между собой процессы, получает от этого какой-то результат, какую-то пользу. Да? Вот. И безумие в виде мировых войн, и цинический разум, и холодный расчет, поиски чистогана, такой, то есть буржуазный разум, то есть там целый спектр всяких таких вот разновидностей социального разума.
В развитии этого социального разума прочно укореняется феномен иронии истории, конечно же, да, то есть то, что в жизни проявляется, хотели как лучше, а вышло как всегда, точно так же проявляется и в истории. Результаты очень редко совпадают с тем, что было задумано даже самыми выдающимися политическими деятелями. И в этом смысле вот это социальное обретает такие негативные черты, метафизика негативности развивается. Скажем, изо всех сил развивали силы капитала, а потом эти капиталы и финансы движутся сплошным объективным потоком по всему глобальному миру, и никто их не в силах там остановить, что-то сделать с ними. В лучшем случае отдельные правительства могут эти потоки развернуть в сторону своих государств. Не более того. То есть совершенно вот такой жутко объективный процесс, как в природе. Вот. И можно сказать, что вот современный посткапитализм пытается, может быть представлен в качестве процесса бесконечных попыток обуздания вот этого неразумия, нивелирования негативной метафизики капитала. Появляются идеи регулируемого капитализма, капитализма с человеческим лицом, но в эпоху свободной конкуренции это просто благопожелание. Вот надо посмотреть, как сейчас. Ситуация посткапитализма, версии капитализма платформ побуждает заново осмыслить вот эти границы разумности и неразумной, безумия логики капитала. Я раздумывала об этом материале на материалах книги канадского экономиста Никорс Ничека, который написал вот такую книжечку «Капитализм платформ». Знаете, видели, слышали? Тогда здорово. Вот. И это, по сути дела, такой вот платформенный капитализм. Платформу сразу бегом монополией не назовешь. Это огромная корпорация в плане владения информацией, производства товаров или услуг. Это в основном цифровые инфраструктуры, которые позволяют взаимодействовать разным группам. Ну вот как их называют пользователи, в нашем представлении это не совсем пользователи. Покупатели, производители, рекламодатели, там, социологи, поставщики товаров и услуг, ремонтники, кто угодно. Вот. И позволяется внутри платформы всем вот этим, как их назвать, пользователям конституировать свои собственные продукты, услуги, рынки, если получается. То есть вот такая очень интересная ситуация. То есть это не столько рыночная площадь, сколько базовая инфраструктура, которая вот опосредует всякие такие взаимодействия. Можно сказать, что это новый тип фирмы. Она, конечно, движется в направлении монополии, но, так скажем, в пути, пока еще в пути, потому что мы привыкли монополия на что-то, а фирма, такая платформа, она просто производит все, то есть там сопутствующий товар, что чему сопутствует и какие услуги непонятно, настолько огромный диапазон. И у этой фирмы, она абсолютно глобализирована, то есть никаких границ нет, она просто вот имеет свои дочки, филиалы, как угодно, во всем абсолютном мире. Я взяла примером такой корпорации знаменитую китайскую фирму Haier Group. Тоже есть книга такая интересная, есть такой китайский профессор Цао Янфэн, который написал «Философия Хайер». Это, конечно, апологет, понятно, но тем не менее материал есть очень даже интересный. И вот в этой фирме проводятся самые разные интересные вещи, но самое главное, что она сама производит, сама рекламирует, сама продает, сама ремонтирует, контролирует, обслуживает свою продукцию. И самое главное, извлекает данные. Данные своеобразное сырье. Как только извлекается, так возникает вопрос, как это можно обработать и как можно сделать из этого предмет труда и, соответственно, извлечь какую-то прибыль. И вот
конечно, технологии информационные используются в этой обработке. Ну, Сырничек выделил там 5 платформ: рекламные, облачные, индустриальные или промышленные, продуктовые, бережливые платформы. Мы просто не успеем все это рассматривать. Сама фирма HR пользуется всеми этими платформами. Вот, то есть все там абсолютно соединяется. И мне кажется, особый интерес — бережливые платформы. Ну, тут есть две таких интересных вещи. Во-первых, там не работает никакого огромного количества сотрудников. Эти платформы всячески стремятся к сокращению штатных сотрудников, а основная фигура исполнительского персонала — это не наемные работники, а свободные или независимые подрядчики. И такая бережливая платформа экономит 30% расходов за счет выплат сверхурочных, больничных, отпусков. То есть на людях экономит, на тех, кто на нее работает. Соответственно, на другом полюсе этой ситуации оказывается тот самый независимый подрядчик без всякого социального пакета, вот, на деле представляющий собой знаменитого представителя индивидуализированного общества по Зигмунду Бауману, который решает системные противоречия системы своим биографическим, то есть личным путем, жизни своей решает. Вот, но что здесь интересно? Конечно, это полная противоположность фордизму. Фордизм все приказал долго жить. Вот. И смотрите, конечно, здесь хитрость социального разума проявляется как хитрость разума капиталистического, несмотря на все возможные поступки. Вот. Но тут открывается одна такая интересная вещь. Вот этот независимый подрядчик, находясь вне фирмы, вынужден сам быть предпринимателем. Он принуждается к предпринимательству. И мы получаем вот такую забавную логику. Капиталист, предприниматель, эксплуатирует не наемного рабочего, а наемного предпринимателя. То есть вот такой кентаврик, причем он двояко работает. Есть вот такая версия бережливые платформы, ну как, например, такси, Uber, я не знаю, у вас тоже ведь, наверное, есть. Они не имеют ни одной машинки. То есть это все вот вопрос распределения информации, и за все машинки, за все соцпакеты отвечают совершенно другие люди. Они ни за что не отвечают, только получают прибыль. Вот, то есть идет вот такая вот забавная вещь — эксплуатация предпринимателя. Внутри фирмы HR происходит то же самое. Эта фирма очень озабочена тем, чтобы создать площадку для внутреннего предпринимательства. Ну, там есть вообще слоган такой: пусть каждый будет предпринимателем, пусть каждый предпринимает на своем рабочем месте. Там такие внутренние отношения, вот знаете, наподобие советского хозрасчета. То есть каждое звено свою прибыль, свою выгоду, и там взаимодействует с другими звеньями. Много всяких интересных вещей. Но вот что получается. Например, в 2013 году создается такой новый бренд игровых компьютеров Thunder Robot. 3 молодых предпринимателя, которым едва ли есть по 30 лет, они создают вот такой звездный продукт. Причем все рассчитано, дожидаются момента, когда на рынке падает продажа обычных персональных компьютеров, а это всегда знак. Вот падают продажи персональных компьютеров для работы, значит, будут активно покупаться игровая техника. Вот такой они закон между делом вывели, он работает. И вот что они делают? Дожидаются этого момента, выходят на рынки с этим суперигручим компьютером и получают никакой конкуренции. То есть они вовремя попали, производство вообще было у них осуществлено за 5 месяцев, и знака даже фирмы HR не было. Но вот фирма HR получила прибыль на этих компьютерах $105 миллионов США. То есть это мгновенно все разошлось, было куплено. Смотрите, потом этих ребят отпустили на волю. Они стали работать самостоятельно, открыли свою фирму. Но ведь их уже проэксплуатировали на $105 миллионов США. То есть вот такая фантастическая вещь, такой кентаврик вырастает.
Ну, в истории-то много таких кентавриков, вот такой двойственной природы, да? Ну, скажем, там, крестьянин, одновременно труженик и собственник, да? Что еще там есть в таком духе? Ну, скажем, есть разные версии дворянства, да, есть кто-то, кто развивает культуру, а есть кто-то там, кто стреляется с Пушкиным. Вот. То есть всегда есть вот эти вот разные версии. Или там римский плебс, который на деле является эксплуататором, потому что его кормить приходится. То есть вот кентаврики, они бывают. Но вот такой очень интересный кентаврик, который изобретен посткапитализмом. Это наемный предприниматель, это эксплуатируемый предприниматель. Мне показалось, что это очень такая вот интересная вещь. И, конечно, со всеми посткапитализм тут не перестает быть капитализмом, наоборот, даже углубляется, усугубляется. Но вот находят такие точки роста инициативы, а значит человеческой субъектности. Не случайно Леотар говорил, что в наше время единственным революционным классом является, опять же, буржуазия. Вот так получается. Вы знаете, что рабочее движение сведено на нет, профсоюзное движение, ну, оно, в общем-то, хорошо закуплено. Вот, то есть, ну, нет, просто нет вот такой революционной силы, которую мы хотели бы видеть среди, может быть, наемных работников современных. А современные предприниматели организуют производство вот таким образом, что они возбуждают вот эту инициативу наемных предпринимателей. Значит, что у нас тогда получается? Ну, вот хитрость разума, опять же, хитрость капиталистического разума, эксплуатация наемного предпринимателя. И он получается предприниматель-труженик. У него двойственная природа, предприниматель-труженик. И интересно, что, ну вот всяко бывает, он может работать не на одной фирме, он такой подвижный, и согласитесь, он совсем не похож на рабочего у конвейера, как вот говорили в классическом капитализме. Человек придаток машины, человек функция конвейера, человек там, винтик, шпунтик какого-то процесса производства. Он вынужден быть инициативным. Получается, что вот эта вот личность, готовая к риску, к инициативе, востребована обществом снова, как будто это 17 век. Вот. То есть капитализм как бы заворачивается сам на себя и воспроизводит этапы собственного становления, ну вот внутри такой фирмы. Со временем как? Если что, вы меня, потому что я это заговариваюсь, увлекаюсь. Все нормально со временем, все Останавливаюсь, хорошо. если что. Вот. Ну, определяя экономическую сущность посткапитализма, вот мне больше всего в этом отношении понравился Всеволод Вильчик. Книга «Алгоритмы истории», которая написана им сначала в 1994 году, она по другим названиям, потом другим названием «Прощание с Марксом». В 2004 году он ее переписывает, называется «Алгоритмы истории». И вот ни много ни мало, он ведь журналист, не экономист, определяет вот эту сущность посткапитализма. Значит, огромная фирма, очень богатая, и она, конечно, у нее наемные работники. Но вы знаете, это еще 30 лет назад было известно, что, например, на такой японской фирме, чтобы воспроизвести стоимость своей рабочей силы, рабочему достаточно отработать 15 минут. 8-часовой рабочий день. То есть получается за счет того, что техноемкое, наукоемкое производство, техноемкое, я имею в виду в том числе информационные технологии, получается, что эксплуатируется главным образом не индивид, а вот эта колоссальная общественная массовая производительная сила. Давайте вспомним «Капитал» Маркса, 11 главу, кооперация. Массовая общественная производительная сила предпринимателю сколько стоит? Нисколько. 0. Она ему достается даром. То есть вот эта степень эксплуатации на самом деле огромная, но индивид ее даже не ощущает. Что получается? В этой ситуации индивиду, человеку, отдельному наемному работнику абсолютно спокойно можно заплатить по труду. Пост. Вот.
Но в то же время есть эксплуатация? Есть. Вот этой огромной общественной массовой производительной силы. В нее добавьте то, что люди, которые работают вместе, всегда хотят или не хотят, состязаются. Это тоже подращивает производительность труда. Люди, которые вместе работают, хотят или не хотят, все равно друг другу помогают. Ну, природа такая человеческая. Это тоже предпринимателю даром, а это дает большую прибыль. И вот мы получаем, такому человеку индивидуально платят по его труду, значит, вот эта массовая общественная производительная сила гигантская присваивается даром предпринимателям. И вот получается пост, потому что по труду, капитализм, потому что есть эксплуатация. Вот это Всеволод Личко, журналист. Ну и получается, что, конечно, в этой ситуации выигрывает тот предприниматель, который владеет вот этой вот программной платформой, инструментами, технологии анализа Big Data. То есть вот у кого есть технологии, как использовать эти данные. Данных полно, вот как их использовать. Вот. И много чего есть в этой фирме Хайер. Есть, например, как они говорят, ликвидация бюрократической иерархии, всех менеджеров сплющили, то есть абсолютно такая горизонтальная структура сетевая. Вот этот Цао Янфэн в восторге от того, что все воспитывают отношения равенства. Сам потом говорит, осталась небольшая группа самых высоких руководителей. То есть на самом деле, конечно, иерархия не рухнула, она просто очень сильно упростилась и тотализировалась. Вот. Ну, что есть, то есть. Вот. То есть, кто к этой ситуации не привык, вообще тех уволили, то есть все как положено. Вот. Ну, Ян Фэн поет панегирик этой фирме. Вот. Получается, что раз уволили, все нормально, никого не переучивают, не фордизм. Вот. Капиталистический разум здесь легко превращается как раз-таки в разновидность цинического разума. Слоттердайк от него приводит. Да? Вот. Любой действующий в истории деятель, извините за тавтологию, конечно, сталкивается с законом иронии истории. То есть вот то, что на самом деле оборачивается циническим разумом, конечно, ирония истории. Конечно, глава фирмы хотел благ для всех, понятно, никто с этим не спорит. Но вот этого закона никто не может избежать, просто потому что это закон. Возникает вопрос, тогда, может, лучше ничего не делать, не пытаться преодолеть действие закона этого, его же не преодолеешь. Вот. Тот, кто не делает, тот, конечно, не ошибается, это уж известные вещи. И если вы в этом году 150 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина, если бы мы его спросили, он бы сказал, конечно, действовать, совершать все возможные ошибки, как совершили большевики в период между двумя революциями. Столько ошибок наделали, невозможно было больше наделать ошибок. Все, которые можно было сделать ошибки, все сделали. Вот. И как к этому Ленин относится? А дело в том, что неправда, что из ложных шагов складывается какая-то истина. Вовсе нет. Просто из вот этих ложных шагов, из этих ошибок складывается некоторое нечто, некоторая реальность исторического события. И с этим уже можно работать. То есть это ближе к человеку. Это его идеальный продукт, созданный им самим. И работать с этим легче, чем с какими-то отдаленными объективными процессами. И в этом смысле, конечно, с этим надо работать. Кожев трактует Гегеля потрясающее определение бытия. Бытие – это мир, в котором работает. Вот. Поэтому, конечно, разумное общество вряд ли когда-то можно создать, но по пути к этой цели можно создать хотя бы, не совсем тупое, не совсем глупое, не совсем абсурдное общество. Пусть в этом смысле работает хитрость социального разума.
тогда, может быть, где-то удастся человеку социальному уничтожить ничто, выполнять свою основную миссию, которая ему отведена, вменена в бытие. Но тогда этот разум, будучи социальным, должен быть еще и человеческим. И я приведу еще один пример из работы той же самой фирмы Хайер. Так вот, мастер по ремонту стиральных машин в провинции Сычуань столкнулся однажды с неожиданной проблемой. Машины ломались, потому что фермеры были в них бататы, в стиральных машинах. Он починил машину, сделал выход отходов более широким, машина заработала, все замечательно. Естественно, он доносит, естественно, для наших ремонтников не очень естественно, а вот для них естественно. Фирма Хайер получает об этом информацию. Что получается? Фирма мгновенно изучает потребности фермеров вот этой вот какой-то там провинции отдаленной. Сотрудники приходят к выводу о целесообразности создания специальных стиральных машин, модифицированных, рассчитанных на стирку батата. И очень быстро социологические опросы, очень быстрая реклама, очень быстро опять в рекордно короткие сроки производства. И фактически очень быстро, мгновенно эти машины привозятся куда надо и продаются, и опять фирма получает гигантские прибыли. Вы представляете себе, вот за счет одного телодвижения, одного ремонтника стиральных машин. Ну это же фантастика. И вот если подумать про этого человека, его опыт, такие вот опыты, такие трансформации, как мне кажется, достойны самого пристального изучения. Ведь мастер по ремонту стиральных машин уже действует не как функция какой-то процессуальности, не как там человек у конвейера, ни винтика, ни шпунтик. Он видит проблему, он предлагает ее решение, то есть действует как настоящий реальный субъект производства. Человек, который не лишен способности целеполагания, которая так долго и успешно вытравливалась из работника конвейерного производства. Он готов быть хозяином, он готов быть коллективным собственником. Здесь прорастают новые формы хозяйствования. Ну, как тот знаменитый ленинский крестьянин, который, отправляясь на рынок, сознает, что он продает свою пшеницу, но не сознает, что создает условия для развития капитализма. Также точный капитализм платформ создает условия новых хозяйственных и экономических отношений. Не гарантированных, да, но возможных. И, конечно, можно предположить, что наш ремонтник никаких субъектных характеристик не проявлял, он просто занес в базу данных и результат своей работы. Ну, а система сама сосчитала, что нужно делать, а в этой ситуации, в общем-то, выиграли все. Но ведь это как раз и означает, что вступает в свои права социальный разум, в своей, так скажем, сущностной редакции. И в данном случае это не просто функция капитала, это разум социальный еще и в том смысле, что работает не только индивид, работает вот эта декартова мыслящая субстанция во всех вот этих звеньях, этапах такой вот разросшейся фирмы. Мыслящая субстанция не может жить под черепной коробкой одного человека. В этом смысле у социального разума можно обнаружить тенденцию, хотя бы одну из, становиться разумом человеческим. Все. Спасибо. Вопросы? Спасибо. Пожалуйста. Не надо, а вопросы надо. Пожалуйста, вопрос. Ladies first. У меня целый... Я просто хочу уточнить по времени, как у нас по таймингу, по количеству вопросов. У нас, конечно, мы в очень жестком ограниченном режиме, но я думаю, что вопросы у нас должны быть обязательно. Просто вы их... Я коротко задам вопрос. Меня зовут Наталья Ломаева, я журналистка, не ученый. И у меня есть гипотеза, что вот все эти процессы, которые вы описываете в посткапиталистическом мире, каким-то образом отражаются и на науке, и на ученых. И может быть, это моя, опять же, гипотеза, впечатление, так как я сама не в научном сообществе, есть некоторый как бы поворот науки от исследования мира в пользу прикладных технологий, каких-то результатов. И, может быть, ученых тоже как бы принуждают заниматься предпринимательством.
Скажите мне, что вы об этом думаете, не только мне, всем нашим коллегам, и может быть, каково место ученых вот в этом посткапиталистическом мире? Ой, это очень хороший вопрос, но ответ длинный. Просто смотрите, что получается. Понятно, что время вот этих одиночек в башне из слоновой кости давным-давно прошло. И ученые-то существуют только как некоторое сообщество. Вот. И существуют, конечно, огромные социальные структуры, в которые эти ученые помещены. И, конечно, как бы критерий истины во всей этой ситуации прагма, то есть чтобы какая-то польза была, желательно экономическая выгода, это все понятно, да? Но вот смотрите, что получается. Допустим, это, по-моему, Полани пишет о том, что вот есть какое-то сообщество, творческая группа, и обязательно в нее возьмут и запустят дилетанта, который не знает, что вот туда ходить нельзя, и он туда идет, и делается открытие, поскольку вот это обеспечение идет. То есть вот процессы, как мне кажется, абсолютно аналогичны. То есть вот это абсолютно до предела капиталистическая наука современная, капитализированная во всех своих частях, изнутри себя начинают проращивать, ну вот момент такой вот дилетантской инициативы. То есть, ну, капиталисты лучше, чем мы здесь, понимают, что не дашь где-то хода инициативе, субъектности, ничего не получишь. Поэтому вот есть такие каналы, по которым можно пройти. Спасибо. Я готов задать вопрос, но готов вступить также. Я думаю, что это просто подходит. Я вот тоже по поводу наемного предпринимателя, я думаю, здесь можно доследить в этом социальном разуме некоторую классовую логику. Вот, и вот вопрос такой. Вот эта классовая логика, она основывается вот у Всеволода Вильчика или вот, в ваших изысканиях, основывается на потребительной стоимости, как у Маркса, или на меновой стоимости, как у Бодрияра, например, когда вот этот наемный предприниматель, он такой, потому что он стремится просто показать, ну, то есть обмениваться знаками, показать, что он, ну, то есть его основание быть предпринимателем только в том потребности, чтобы ну, как-то занять какое-то социальное место в обществе, то есть обмениваться знаками, говоря, а вовсе не потребительностью. Вы знаете, мне кажется, это одно другому не противоречит, и Бодрияр с Марксом очень даже взаимодействуют. Вот. Просто есть такая тенденция, как вот товары же получаются очень дешевые на таких фирмах, как повысить их цену рыночную, превратить в услугу. Вот такой вот ход. И вот на пути превращения в услугу, ну, понятно, да, то есть простые вещи. Джинсы на базаре вытащили сам из стопочки и пришел, извините, в бутик, те же самые штаны, но вас обслуживают. Так вот, стоимость, рыночная цена возрастает, да? И вот когда мы покупаем вот в таких местах, или там бренды и так далее, все, мы как-то обмениваемся знаками, то есть мы добавляем. Это символическая, эстетическая, прибавочная стоимость знака. Она, конечно, фантастически работает. Ее всемирно создают. Вот. Но, а вот там насчет того, какая она меновая или потребительская, мне кажется, что это вообще в товаре, это воедино. Ну, просто что выходит на первый план, большой вопрос. А так, вот эта символическая, эстетическая, прибавочная стоимость знака, она гораздо больше, чем стоимость ну, вот, общественно необходимого труда, вложенного в этот товар. То есть это, вот эта стоимость труда ничтожно мала по сравнению вот с этой эстетической, символической, прибавочной стоимостью знака. Поэтому такая вот логика тоже есть. Логика такая тоже есть. Это тоже капиталистический разум вовсю работает. Ну, наконец, вам дадим Да, спасибо. Если есть еще у нас время. Как? Ну,
Давайте вопрос, что делать. У нас Давайте. уже Я мы просто просто скорректируем потом и Ой, все, как. потому что Давайте Вот один. я тогда первый в продолжение, вот в дополнение к предыдущему вопросу. Вот марксистская традиция, развиваясь, довольно по-разному пыталась определить вот эту дихотомию между наемным работником и того, кто его нанимает. Но если мы уйдем в самое первоначальное экономическое определение, то есть просто берем вот первый том, да, то есть капитала, разделение на то, что логика там примерно, насколько я могу воспроизвести, такая, что производительность труда уже довольно высокая, что человек может себя прокормить, если все будет распределено по труду, ну, часов за 8 примерно. Поэтому и логика 8-часового рабочего дня. То есть она никак больше не вводится. И логика того, что прогресс идет, а значит дальше будет только уменьшаться время, за которое человек может себя прокормить, если все распределяется одинаково. В этой связи, если вот попробовать с тех первых позиций посмотреть, например, на сегодняшнего таксиста, то получается, что он-то во многом, он как бы формально предприниматель, у него этот знак есть, он получает этот какой-то, может быть, статус. Но если смотреть по логике распределения, не оказывается ли, что он вполне себе тот же самый рабочий, плюс к которому вменили еще риски как бы сверху. Я об этом и говорю. Он эксплуатируемый эксплуататор. Такой тоже. А эксплуататор с чего он? Я вот тут у меня осталось. Что Себя. осталось В первую эксплуатировать? очередь себя. Потому что это самоэксплуатация. Вот меня сегодня к поезду вез таксист. Ему пришлось встать в 3 часа ночи. Это что, не А самоэксплуатация? рабочий времен Маркса, он сам себя не эксплуатирует в этом случае? Я думаю, что это, ну, скорее более современное явление, а во времена Маркса это появлялось, но в логике духовного производства. Вот когда, ну, сам себя на износ, художник. Может, тут посредника Поэт. может быть, потому что нет посредника, он сразу услугу предоставляет. Вот чем отличается. А там рабочий через кого-то, через завод. Не, ну рабочий, который нанимает, пусть и мешки таскать времен Маркса, он бегает, ищет, где эти мешки потаскать, и сам себе пытается найти как Тогда бы... он такой же, Вот. как таксист. А Ну. можно я еще добавлю? Кажется, здесь два типа эксплуатации. Эксплуатация как продажа рабочей силы, вынужденная, необходимая, потому что другим способом он не может заработать себе на жизнь. И эксплуатация как ангажированная эксплуатация. Простите, он мог не вставать в 3 часа, сказать, мне неудобен этот заказ. И Ну, все. это может Он сказать... говорит, мне удобно работать с 8 утра. Вот как будет удобно? Его же Я просто уволят. вам говорю, коллеги, мы вообще-то ангажированно эксплуатируем. Само Сами собой, себя, если- самоэксплуатируем. Мы Если можем есть, этого не делать. если По есть, например, по теме. нет, если есть такая Тут возможность, рабочий тоже вот, надо какой-то, как правило-то ее у людей, в общем-то, нет. вот, смысл. Другой вопрос, да, насколько у них эти возможности есть. Вот. Есть а вот тот, кто может сказать, а я не пойду там к 3, я пойду к 8. Это по каким-то причинам человек, который попал в логику некоторого дополнительного подкупа. То есть это старым языком маленькая социальная основа оппортунизма. Это часть вот этого класса, которую, ну, удалось купить. Кстати, она, ну, так скажем, в Европе, в Америке она огромная. По большому счету подкуплен практически весь наемный рабочий класс. Ну, в том числе вот отчасти и мы с У вами. нас все мыты. Ну что ж наемные? Социально-экономически ведь мы с вами никто иные как наемные работники. Юридически как минимум. У меня был еще вопрос про метод Big Data и отношение, и то, как мы в обществе формируем это доверие к таким методам. И в том числе, видим, глядя на корпорации, мы рассуждаем, что этот метод помог им получить дополнительную прибыль и увеличить эффективность труда. Но не может ли это оказаться определенным видом ошибки выжившего? То есть, ну, На в общем... это отвечу, да. Знаете, это просто время. Один раз перед нами в университете выступал один из руководителей японской фирмы General Electronics. То есть не американская General Electric, а вот японская General Electronics. И он сказал, вот мы столкнулись с такой ситуацией, что наши крупные предприниматели не хотят отдавать свои данные в общий фонд Big Data. Большой привет от производственных отношений, которые тормозят развитие некоторых производительных сил. Я вот так вот коротко напишу. Цифровые рынки сейчас то же самое было. Спасибо большое. Спасибо большое вам. Спасибо. Александр
самом деле у нас практически нет времени на второй доклад. Мы можем заслушать, но даже спросить не можем. Я предлагаю в связи с этим небольшую рокировочку сделать. Пожалуйста, как угодно. Мы, может быть, пораньше немножко сходим на обед с вами и просто пораньше начнем, если никто не возражает. До у нас с вами продолжение работы секции, когда у нас происходит включение, в 14:15. Я предлагаю начать просто, например, в 13:45. Тогда мы с вами очень хорошо вписываемся, мы заслушаем ваш доклад, и потом у нас будет включение, если это возможно. С одной стороны, это удобно, Технически с еще, другой да, стороны, мы да. договаривались проверить связь с нашей болгарской стороной именно в это время. В 13:15. Да? В 13:15 и в 13:45. Ой, я прошу прощения, в 13:50, если совсем строго, мы договаривались созвониться, проверить связь. Так что если мы можем сместить час, но будет, может быть, неопределенная небольшая пауза на технические вещи. То есть, чтобы гладко прошло, лучше нам, наоборот, Ну, позже на обед может быть, прийти. мы Всем, просто короче, отдохнем всем. 5 минут после доклада, 5 минут, пока связь устанавливается. Можно было еще вопросов несколько задать и все. Нет, у нас Сейчас тайминг. сделаем доклад, а потом попозже пойдем обедать просто. Я тоже считаю. надо Мы послушать на идеальный самом деле доклад. не можем так сделать. Если мы сейчас заслушаем, то мы не успеем пообедать, у нас будет включение. Нет, перенести их чуть-чуть можно, это нормально. Мы не можем, у нас тут очень... Мы можем. Чуть-чуть мы можем сдвинуть болгар. Это будет проще, чем потом созваниваться с ними посреди доклада другого, грубо говоря. Давайте лучше, наверное, заслушаем. Тогда мы начнем позже. Давайте тогда. И на обед сходим чуть попозже, и там начнем чуть попозже. Я приду. Если считаете, что возможно Да. технически, давайте сделаем так. Подожди, нам нужно выдержать. Очень постараемся. Нет, давайте тогда уже все хорошо, нормально, спокойно. Нет, тогда сколько у меня времени? Мы можем еще постараться побыстрее пообедать. Мы постараемся быстро Столовая пообедать. Да, мы постараемся просто вот здесь, в этой столовой пообедать, и все будет нормально. Да. Все будет Ага, хорошо. реально сколько у нас? 20, 15, Да, да? 15-20 минут, да. Значит, коллеги, у меня доклад называется «Синергетические перспективы гуманитарного знания». Я иду от практических проблем преподавания естественно-научных знаний в рамках дисциплины, которая раньше называлась концепция современного естествознания, а теперь она называется то ли современная концепция естествознания, то ли современная научная картина мира и так далее. Но идея каким-то образом представить гуманитариям естествознание, она не ушла в прошлое. Хотя нынешние стандарты позволяют институтам, факультетам, вузам выбрать, будут они эту дисциплину своим гуманитариям читать или нет. Под гуманитариями я понимаю тех, кто, во-первых, гуманитарное направление подготовки, да, тех, кто готовит профессионалов, специалистов в области гуманитарной или социально-гуманитарной сферы. Я в свое время решила это не разделять. Я все знаю, чем это все отличается. Значит, потому что, и, во-первых, практика такое обширное преподавание, во-вторых, я сразу скажу, проблемы, которые эта практика породила, оказались очень плодотворными на предмет моего персонального, научного, профессионального и карьерного роста. Ну, совсем уже грубо. Физик по образованию, кандидат философских наук, по философии диссертация кандидатка, и вдруг я решила 50 лет, 48, стать социологом, и эта проблема междисциплинарности содержания образования, это моя тема докторской диссертации по социологии. Потом я еще эту дисциплинарную социологию вывела. Вот. Пока, что называется, наболевших. Значит, во-первых, мне очень понравилось, да, что я как-то со своей синергетикой в общем русле, в общем мейнстриме всех вообще, практически всех докладчиков. То есть синергетика как, скажем так, весьма популярная область знаний и изучения, она достаточно долго эксплуатировалась во всех вариантах и в конце концов стала, с одной стороны, притчей во языцах, с другой стороны, практически общим местом. Как когда-то было принято в советские времена ссылаться на решение съездов КПСС и генеральных секретарей, да, высказывания. Вот сейчас это общее место, прилично ссылаться на синергетику. Чего не откроешь, педагогические, психологические, социологические, философские и так далее. Вот. Так вот, помимо, так сказать, этого, собственно говоря, приличия,
есть и те плодотворные вещи в синергетике, которые могут послужить для того, чтобы решить вполне себе практические проблемы, возникающие в преподавании специфических курсов, которые специфичны именно для тех, которые их слушают. Ну, как минимум, да, разницу между гуманитарным и, естественно, научным знанием все каким-то образом представляют. Более того, это развлечение закреплено и философская, и социологическая традиция. Достаточно вспомнить классическую работу «Снова две культуры и научная революция», где выделяется, что в обществе на основе вот этих разных фундаментов познания, это шагни к миру, формируются группы, которые, вообще говоря, не понимают друг друга, да? Не понимают, просто не понимают друг друга. То, что это непонимание затрудняет и, собственно говоря, преподавание, междисциплинарность вот таких вот дисциплин, извините за тавтологию, это очень хорошо, заметно и известно. Ну, из практики. Что будет преподавать концепция современного естествознания, была очень долгая и довольно болезненная дискуссия у нас. Физики, коллега ушел, вот, говорили, зачем вот философы вообще нужны, это должны делать физики всем, и гуманитариям в том числе. Я сказала, любимые физики, да заберите ради бога. Но физики вернулись ко мне и сказали, мы не можем с ними, с этими гуманитариями. Они ничего не понимают, они нас не понимают. И Б, о чем с ними вообще, с гуманитариями говорить? Вот, поэтому, так или иначе, такие дисциплины вернулись обратно, что называется, философско-гуманитарное русло. Вот. Это раз. То есть проблема понимания как была, так и осталась. Второе, что затрудняет, вообще говоря, эту ситуацию преподавания, это жесткое разделение дисциплин как таковых учебных планов. До последнего времени, сразу скажу, нынешние планы пока не обсуждаем, до последнего времени, на гуманитарные и математические, естественно-научные. Это разделение досталось вузам еще, естественно, от школьной практики, где это разделение приняло совершенно такую полярную ситуацию, когда возникли и существуют гуманитарные классы, физические классы, математические классы и так далее. Они до сих пор есть такие. Таким образом, в человека, учащегося, потом обучающегося, потихоньку вкладывается идея о том, что специализация вообще и ранняя специализация в направлении того или иного вида знаний гуманитарного, естественно, научного, в скобочках, математического, это благо, так и должно быть. Я не буду говорить, что сейчас хочет Академия наук сделать, да, с нашими школами ижевскими 3. Это отдельный разговор. И вот, когда эти дети глубоко специализированные на начальных этапах своего образования попадают к нам и обнаруживают, что нет уж у нас все-таки университет, и доля универсального знания, содержания образования присутствует, и переключиться от специализации к универсализации своего содержания образования, своих собственных знаний, это им достаточно проблематично. Особенно это касается гуманитариев, которые сразу по себе сказали, что они не физики никогда не физики, и ничего там знать не хотят, и поэтому в гуманитарии пошли. Но я имею в виду в том числе и чистых гуманитариев, с которым приходилось работать, но это чистейшие филологи, например. Да? Психологов я не трогаю, они не такие уж гуманитарии, как могут себе показаться. Педагоги, кстати, тоже. Вот. Поэтому таким вот гуманитариям, которые, собственно говоря, это содержание своего образования гуманитарное исключительно, связали именно со своей профессиональной установкой, кем они хотят. Мы же не физиками хотим быть, говорили они. И так я не собираюсь вас ими физиками сделать. И поэтому по Бурдье, да, возникают они, существуют реально такие ментальные границы, которые связаны не просто социальным, а социально-профессиональным статусом обучающегося. И поэтому для того, чтобы соответствующее дисциплинарное содержание предложить, надо каким-то образом эти ментальные границы преодолеть. Ну, вы знаете, это замечательная статья, моя любимая статья «Бурдье. Система образования, система мышления», да, ее на позицию гуманитарного, естественно-научного связал с социальными оппозициями и говорил о том, что освоение оппозиции гуманитарно-естественно-научной – это и есть освоение социальных оппозиций, с которыми
выпускник вуза, он ведь студентами эту лекцию читал, да, вот, с которым выпускник вуза столкнется прямо в реальном обществе. Поэтому у такой оппозиции есть не только как бы онтологические основания, гуманитарное знание о ценностях, естественно, научные знания о законах, о объективных фактах и объективных законах природы. Не только методологическое различие, это мы все помним Рикерта, да, науки о ценностях, это науки о культуре, их основной метод индивидуализирующий, у наук о природе метод генерализирующий. Вот. Есть еще, помимо методологического, онтологического и социального противостояния у этих двух позиций гуманитарной, естественно, научной, здесь еще оказывается противостояние, которое связано вот с этими ментальными границами. И поэтому для того, чтобы было донесено это междисциплинарное содержание, я уже сказала, да, надо каким-то образом эти ментальные границы преодолеть. Сама по себе как бы, технология преодоления этих ментальных границ студентов, по мне, так она как раз связана с методологией синергетики. Раз, и основная установка, а зачем вообще преодолевать-то? Ну пусть мы же все разные. Понимаете? Это хорошо, что мы все разные. Есть гуманитарии, есть естественники. Более того, потому что мы разные, нам поэтому интересно друг с другом даже поспорить. Может быть, и не надо. И в конце концов, специалист, хотя он подобен философу, он четко знает свое дело и умеет делать это дело очень продуктивно. Потому что не стоит его заморачивать какими-то, скажем так, несвойственными, непривычными ему вещами. И, как бы так выразиться, может, его не надо пугать. Волновать, может быть, его не стоит. Знаете, как они волнуются, если так можно выразиться, когда я вот эту методику, связанную с энергетическим подходом, применяла, наверное, до сих пор применяю. Вот. Знаете, как они волнуются? За них просто жалко становится. Правда? Можно приведу пример? Как они волнуются. Читаю себе лекцию «Неклассическая картина мира», специальная теория относительности. Подходят две бледные девушки, 5-й курс, филологи, романо-германской филологии. Бледные девушки говорят мне, почему мы раньше об этом не знали? Я говорю, о чем? Что пространство и время относительно. Я говорю, ну сейчас узнали. А что случилось-то? Если бы мы раньше об этом знали, мы бы не так переживали, как сейчас. И вот просто интересно взять людей, да, и поспрашивать, о чем переживаете-то? Это только за что переживали? Вскрыть эту, как это называется, внутреннюю интенцию отношения к этому содержанию, чисто, извините, естественно, научным, с формулами Лоренца. Что там у вас колыхнулось? Я не знаю. Отсюда вот вам ограниченность, естественно, научного знания, ограниченность рацио, которые оказываются не всегда в состоянии логично, аргументированно, последовательно и завершенно обосновать полученный результат. Вот так. Вот. Еще один результат был тоже странный, тоже у филологов. Я не могу, я говорю, у меня нет механизма объяснить, как это произошло. У меня есть теория, почему это может произойти, а механизма нету. Если у меня был механизм, да, понятно, что такой, как это называется, индивидуальный синтез внутри студента произошедшего, его можно было бы поставить на поток. Но его нельзя поставить на поток, в том-то и удивительно, что эта междисциплинарность, опять же там, внутри где-то моя концепция, не есть внешнее предзаданное образованию его содержанию состояния того же самого знания. Вот по мне так, я с этого, извините, поимела, междисциплинарность – это конструкт, субъективный конструкт, который происходит именно вот в этой внутренней интенциальной реальности. Социологи пережили. Не знаю, как физики это перешел. Социологи пережили. И в конце концов, ну, я же где-то там уже еще философ, как это называется, дух веет где хочет. Он живет где хочет. Вот не веет где хочет, он туда вот захотел. Вот. И поэтому вот как это происходит, я не знаю, но это почему-то происходит. Пример еще из практики. Та же самая ситуация, другой поток, другой год. Подходит девушка, почему, я не знаю, нет, я как-то понимаю, почему, да, но разложить не могу механизм.
Вот. После тоже специальной теории относительности лекции спрашивает меня, дайте почитать что-нибудь. Я говорю, 5-й курс, все, последний семестр, потом на диплом. Романо-германская филология. Я говорю, а что почитать-то про теорию относительности? Да, я говорю, что? Научное, популярное, научно-популярное. Она подумала 3 секунды, говорит, все, давайте. Я говорю, слушайте, а вам зачем? Вы сейчас все закончите через полгода и все. Она говорит, знаете, я пишу диплом на тему «Пространство и время в поэзии Бодлера». Я говорю, и это так похоже на Эйнштейна. Я говорю, слушайте, я что-то с Эйнштейна с этой стороны не знала. Что, извините за выражение, замкнулось у нее в голове, да она сама, наверное, не знает, что. Ну что-то же замкнулось. И теперь получается, что отношение к этому естественно-научному содержанию у нее, во-первых, позиционировано ее собственными гуманитарными профессиональными интересами. И не простым интересом, а интересом, который, вообще говоря, из которого следует какой-то вполне себе практический ее результат. Она диплом пишет. Правда, конечно, надо было попросить потом диплом почитать, да? Ну, вот уж, как это вообще у нее получается. Но, тем не менее, этот результат, про который я все-таки решила, что его массовизировать, не стоит ожидать, что он будет массовизированный, да? Он реально, мы хотели индивидуализированный результат, мы его и получили. И поэтому, дай Бог, если как бы нам это дано предугадать, как наше слово отзовется, ну, хоть у кого-нибудь это звалось, и ему стало интересно, да, как это связано, как такие знания связаны с его собственными предпочтениями, взглядами, в том числе профессиональными установками. Это что прежде всего означает? Мы получаем, в конце концов, на выходе определенный формат эксперта. Вот я не буду вас глубоко так с энергетикой замучивать, да? Мне очень понравилась первая лекция, да, пленарная, уважаемого профессора Руденко, о том, что сообщество может выступать в функции эксперта для того, чтобы влиять на принятие властных решений. Правильно, да, я понимаю? Кто такое это сообщество, если на него посмотреть? Это очень разные люди с разным уровнем и профилем образования, да? Они должны... Вообще, ну кто это? Вот те же самые присяжные, да? Очень разные люди с разным уровнем и профилем образования, разными ценностными установками, смыслами и так далее. И вот эти самые эксперты, которых так или иначе призвали к этому мероприятию, выносить это экспертное решение, должны каким-то образом не просто познакомиться с информацией, которую мы предоставили, но в буквальном смысле должны разобраться. И если в конце концов речь идет о том, например, да, как у нас в Камбарке, быть заводу по переработке отходов, да, от атомной промышленности или не быть, то, по крайней мере, это сообщество должно понимать или представлять себе, какие физические последствия от влияния физических факторов на окружающую среду воспоследуют, и какие социальные гуманитарные эффекты от этих последствий наступят вот в нашей жизни. Вот какую цепочку сложную им надо выстроить у себя в голове. Если они не будут цепочку устраивать, извините, манипулировать этими экспертами, то мне так гораздо легче, будь и даже 500 человек, не 50, чем сообществом, так сказать, вот макро размер. Вот. И поэтому, когда мы говорим, что не просто мировоззренческая ситуация современного многополярного, меняющегося, динамичного, неустойчивого мира заставляет человека иметь какое-то определенное представление о механизмах изменений, тенденциях этого изменения и так далее. Но вот вполне конкретная ситуация призыва к таким вот экспертным функциям. Тогда возникает этот интересный вопрос. Откуда вообще может быть построена вот эта цепочка, если изначально отношение к тем же самым естественно-научным знаниям было, мягко выражаясь, скептическим. Это не из гуманитарных сфер, да, где, скажем так, представления естественно-научные начались и закончились в средней школе, где на эти представления естественно-научные теперь очень большое влияние оказывают и средства массовой информации, интернет. Огромное количество научно-популярных фильмов, да, особенно сейчас, это хорошо заметно идет. Другой вопрос, насколько, что называется, там информация подается в соответствии с тем научным знанием, да, основой которой эта информация стала.
Я тоже банальный переведу пример, ну банальный совершенно. Когда я уговариваю филологов, зачем им нужны концепции современного естествознания? У нас есть направление журналистика. Журналистам знаете, как надо это? Вот почему надо-то? Говорю, хотя вот слова-то говорите правильно, а? Вот говорю, вот я вам включу фильм сейчас, да, он идет с русским дубляжом голосовым. 100% дублировал гуманитарий. Ну, стоп, ну а кому еще, да? Дублировал, то есть озвучивал гуманитарий. Какой-то там текст. А теперь послушайте, сейчас включаю фрагмент, а теперь послушайте, что он такое говорит. Он говорит, андронный коллайдер. Это чего? Да он не андронный. Андрон это мужское имя, а он адронный. Потому что адроны это класс элементарных частиц, тех же протонов, которые там в этом коллайдере крутятся. Две большие разницы, извините. Или андроны, прости господи, да, запустили там в этом запущенном в этом циклотроне. Хотя бы, если как это вашими устами наука говорит с общественностью, ну пусть она хотя бы правильно слова-то произносит, да? В смысле, вы хотя бы правильно произносите научные, как минимум. Ну и всем также говорю, знаете, это вот смычка чисто вот, как сказать, гуманитарной профессии с естественно-научным знанием, в МГУ, например, приняла вполне себе практическое решение. Там открыто направление научная журналистика. Научная журналистика. Вот. Поэтому вопрос как бы о необходимости такого соединения содержания образования, он существует, и он не снят с повестки дня, он обсуждается, зачем это надо, и он обсуждается в том направлении, как это вообще делать в процессе, что называется, непосредственного обучения. Все. Если будут вопросы, как это делать, я вам расскажу. Ну где коллега? Завтра вот классный круглый стол. Да, но, к сожалению, коллега вышел Да, по техническим я вопросам. почитала коллегу, завтра вот классный круглый стол. Потому что я предлагаю вот эту ситуацию дальше обсуждать завтра на круглом столе, в том числе и это. Потому что иначе зачем это все? Ну, зачем нам как бы смычка эстетических и квантово-физических представлений, да? Зачем это все? А оказывается, вот эти форматы, скажем так, которые инициируют эмоциональное отношение к содержанию знания. Казалось бы, как можно эмоционально относиться, я не знаю, к тем же формулам Лоренца или к законам Ньютона или там, закону Архимеда. Как можно эмоционально это относиться? Кажется, можно. И вот как бы вся научная популяристика фактически на это рассчитывает. Через эмоцию перейти к рациональному и понятийному. Через не рациональное, а эмоциональное перейти к рациональному и понятийному, а не наоборот. Вот как это делается? Это делается очень красиво, иногда очень красиво, и, к сожалению, наша как это называется, отечественная популяристика научная, она далека еще от того, чего достигли знаменитые западные концерны, типа BBC, National Geographic и так далее. В плане иллюстративности и привлекательности того формата, через который подается научное знание. Мы вот как раз пришли совсем не философы, как раз пример изучаем с вами вместе философию, у нас тут технари, не сельского хозяйства. Да. То есть мы как раз вот этим и занимаемся, о том, что вы говорите. Да? Потому что так или иначе все этим занимаются, как выяснилось, да? Только с разных сторон. Ну и, конечно, здесь основная идея какая? Смычка естественно-научного гуманитарного знания идет посредством через движение, да, друг навстречу другу. По мне так, вот, естественно-научное знание навстречу гуманитарному сделало гораздо больше шагов, чем гуманитарное навстречу естественно-научному. Но, грубо говоря, физики, биологи и так далее в большей мере нуждаются, да, биотехнологии, биополитики в большей мере нуждаются в смысловых, ценностных и других гуманитарных ограничениях, да, своей научной деятельности. Вот. Чем гуманитарии нуждаются в каких-то естественно-научных представлениях. Как они думают, что они не нуждаются. А я вот всю жизнь говорю, что нуждаются. Надо больше физиков делать. Спасибо большое. Есть вопросы? Есть ли вопросы?
Завтра будет материал, на котором это все можно будет пообсуждать. Да. Предвкушая завтрашний. Мы можем завтрашний, значит, Это я дебаты, нашу приглашаю, дискуссию, да. Я думаю, что мы как раз с вами отправимся на обед. Возвращаемся мы во сколько? Скажите, 15 как в программе? Возвращаемся по программе. Да. 14 Да, 14